Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в гостях у Анжелы Токаревой. Ее знают многие рукодельницы, любительницы красоты, да, женственности, потому что Анжела проводит уникальные мастер-классы не только на территории республики, но и далеко за ее пределами. Здравствуйте, Анжела! Здравствуйте, Дарья. Как говорится, много красоты не может быть, а лучшие друзья девушки – это бриллианты. Но и сегодня мы работаем не с бриллиантами, но с таким, знаете, имитацией этих самых бриллиантов – это стразовая лента. Стразовая лента. И сегодня вместе с вами в течение ближайших 20 минут мы собственными руками создадим вот такую красоту, которую вы позже можете сделать, собственно говоря, своими руками у себя дома. Правильно? Да, Что да. нам для этого понадобится, Анжела? Итак, сегодня мы создадим вот такие вот очень красивые серьги. Да. Вот, кстати, Анжела тоже в них. Да, у меня вот красненькие такие. Создаются они очень быстро, легко и абсолютно любого цвета. Главное, нужны будут стразовые вот такие вот ленты. И также нам понадобятся вот такие вот штучки металлические. Они называются концевик слайдер и швенза. А швенза – это вот такая вот штука, которая вот у нас одевается на ухо, да, по-простому. Все вот эти материалы, они доступны в наших магазинах, поэтому… Да. Ну, обо всем поэтапно, очень много опять у нас иностранных слов. Лучше показать на деле, что это такое, да? Хорошо. Итак, давайте приступим. С чего начнем? Итак, у Дарьи синего цвета стразовая лента, у меня будет черного цвета. Стразовая лента у нас идет 2 миллиметра. 2 миллиметра это очень важно, так как у нас вот концевик слайдер, он вот такая вот штучка идет, туда входит 2 миллиметра. Вот, например, то есть вот эта трубочка, да? Да, вот эта трубочка. Ага. Смотрите. Сюда, например, стразовая лента 4 миллиметра, 3 миллиметра не зайдет, поэтому берем либо 1,5 миллиметра, либо 2 миллиметра. Вот. Вот Дарьины швензы. Слайдеры – это мои. И вот я буду использовать такие простые швензы. Они тоже везде продаются. Итак, швензы по-другому застежка, английская, да, или как это говорят на сережках, да? Вот это швензы. Либо вот простые швензы у Анжелы, по мне, так это просто крючок. 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 Что Так, пусть будет хорошо. крючок. Так. Итак, что мы делаем? Берем нашу стразовую ленту и примеряем примерно 10 миллиметров. Ой, 10 сантиметров. Вот 10 сантиметров берем и отрезаем. Вот так тоже. 10 сантиметров. А тоже. если будет больше или меньше, ничего страшного? Да, можно. Можно. Но они красиво смотрятся, когда они до плеч. Можно делать и 12 сантиметров, можно 10. Давай сделаем 12, оно тогда у тебя будет длинное и до плеч прям. Хорошо. Так, это мы так запоминаем и отрезаем. Отрезаем, да. Вот между стразинками есть такие вот звенья металлические. Вот через это мы их отрезаем. Так, вот. 12. Хорошо. И вот таких вот стразовых ленточек у нас будет 9 штук на одну сережку. Так. Хорошо. Отрезаешь вот таких вот. Я вот знаешь, как делаю быстро? Беру вторую, на линейке не отмеряю, беру сразу и прям вот так вот. По первой, да? Ага, вот. То есть они все должны быть пока что одинаковые? Пока что одинаковые, ага. Они могут быть вот такие вот, как у меня, да? Одинаковые вот длина. Это вообще проще простого? Да. Либо можно сделать вот такие вот разные длины, тоже очень красиво смотрится. Так, хорошо. То есть 9 штучек запоминаем. Ага. На одну сережку 9 штучек, если стразовая лента идет 2 миллиметра. Вот. А другая нас не интересует. Ага. Если успеем за 20 минут, можно сделать и вторую для закрепления знаний. Создается она очень быстро, легко и очень красиво смотрится. А это такие подобные сережки должны быть, мне кажется, у каждой девушки в гардеробе. А, кстати говоря, не всегда найдешь под цвет, потому что наряд-то ты меняешь на выход, да? А вот, опять же, история про то, что сложно найти бижутерию порой у нас в городе, готовую, да, под свой наряд. А здесь ты просто можешь сделать ее своими руками. 5, 6, 7, 8 и 9.
Видите, у меня своя стратегия по нарезанию, да, у Анжелы своя. Я вот как-то так приспособилась. Угу. Так, 9. Ты так делаешь? Да, мне как-то так. Удобнее, да? Да, как будто бы. Потому что я боюсь, что я одно больше, одно меньше сделаю. Или ничего страшного? Ничего страшного потом, потому что в конце можно это подровнять. Давайте я сниму вот эту свою сережку, чтобы показать, да? Вот. Так. Вот они, да? И вот в конце можно их подровнять. Вот так вот. Можно любой формы. Можно вот такой по косой, по диагонали сделать, либо вот так. Так это вообще тогда не надо особо переживать, что одним кубиком больше, одним меньше. А есть ли, кстати говоря, разница по качеству вот тех стразовых лент? Иногда же, наверное, некоторые не блестят вообще. Да, иногда бывает такое, попадается. Стразовую ленту, они бывают разных видов, да, бывает, вот, например, вот красная у меня в руках, да, тут оправа, вот обрати внимание, также красная. А в основном продаются они вот такие в золотых и в серебристых оправах. Вот, например, видишь, тут синенькая, а оправа у него идет серебристая. Да, обратите внимание, смотрите, совершенно другой эффект, да? Вот, вроде бы синий, а эффект разный. Да, потому что оправа здесь идет серебристая. А вот для сережек вот таких вот, да, их в народе называют шторки, да, сережки-шторки. Вот желательно брать, чтобы оправа была под цвет камушков. Потому что оборотную сторону видно, да? Вот. Здесь тоже красненькая, да? Ну, чтобы когда шторки наши разворачивались, все равно было приятно смотреть, да? Видим, да? То есть, а была бы у нас серебряная сторона, было бы не так красиво, да? Хорошо, движемся дальше. Итак, теперь, чтобы удобно нам было держаться, давай сразу же наши швензы, крючки наши, да, оденем на наш слайдер. Для этого, опять же, нам понадобится из инструментов вот круглогубцы, они обязательно, они должны быть у каждой рукодельницы, мастерицы. И вот такие вот плоскогубцы, обратите внимание, именно с прямым кончиком. Не зубчатые. Не зубчатые, да. Это я вам даю, Дарья. А у меня есть вот такие вот. Итак, что мы делаем? Вот здесь вот у тебя есть вот такой вот крючок, да, на швензе. Ты должна его взять и одеть сюда, и потом закрыть. А я беру свои простые швензы, открываю и одеваю свой концевик-слайдер на него. И потом закрываю. Это очень легко, дорогие друзья. Это ничего в этом сложного нет. И обратите внимание, на нашем концевике-слайдере вот крышка, да, на нашей трубочке крышка открыта. Через эту трубочку мы будем вдевать нашу стразовую ленту. И здесь, смотрите, здесь идет как бы надрез такой, да? Вот. И вот из этого надреза будут выходить наши стразовые ленты. Правильно? Да, правильно. Все хорошо. Так, крышечка открыта, да? Теперь смотрите, вот наша стразовая лента, вот здесь вот между звеньями есть вот такая вот тоненькая железка, да, которая держит стразинки. Да. Ага, вот его берем и просто одеваем. Вот, смотрите. То есть мы в эту трубочку просто продеваем, но надо соблюдать лицевую сторону. Да, ты обратила внимание, да, чтобы одевать мы будем так. Ой, друзья, это очень легко. Это вот примерно как шторы, вот эти бегунки, или как правильно это сказать, запускать. Все, просто запустили, она уже висит там. Ничего сложного. Да. Так, и точно так же одеваем всех вот этих наших стразовых лент. Это очень быстро. Мне кажется, такие шторки, сережки можно сделать там, ну, максимум за полчаса. Да? Если есть вся фурнитура, все есть. Просто такие продеваем активно туда. И все. В эту трубочку, железку просовываем. И они вот встают. Вот так вот. 5 минут, а пол сережки уже в сборке.
Вот такие слайдеры, они продаются разных размеров. Бывают 1,5 сантиметра, бывает 2, а бывают вот такие вот длинные, да? Поэтому смотрите, какие вы хотите. Тоненькие, изящные, либо широкие. Можете любые использовать. А я раньше в поисках бегала по всему городу и искала такие шторки на новогодний вечер. А оказывается, не надо их искать. Проще все приобрести и сделать быстренько дома. Да, вот у меня шторки одетые. Теперь мы закроем просто крышку. И все. Все. Готово. А дальше уже с длиной можно поэкспериментировать, да? Да, да, совершенно верно. Ой, ну это очень удобно. Я почему-то всегда думала, что это что-то такое невероятно кропотливый труд и так далее, так далее. Что не хочет он сюда проходить. Угу. Странно немножко. Ой, все, прошел. Это последний, да? Нет, нет, нет. Ой. 9 штук получилось, да? А, вот один остался, да. Нет, Еще по-моему, еще одна нужна. А вот Ага. последняя. И все. А как вообще ухаживать за подобной бижутерией, допустим, где хранить, там туда-сюда? Потому что ведь действительно окисляется, да, вот вообще что сделать для того, чтобы продлить срок службы? Ну, фурнитуру вначале нужно покрыть лаком цапон, да? Вот мы не покрыли, да? Просто начали работать с ним. А чтобы она у нас долго служила, есть лак цапон, ее покрывают. И хранить, конечно, в темном месте, да? Чтобы не было яркого солнечного цвета. И наносить духи перед тем, как одевать бижутерию. Самый главный враг – это парфюм. Да, парфюм, ага. Особенно на сережках. Так, Не хочет входить. давай, вот это. Сейчас. Так, вот здесь вот надо вот так вот, Впритык. да. И последнюю. Я поняла. Тут надо немножко крышку раздвинуть, чтобы последняя хорошо залезла. И вот залезет она у нас сейчас. Все, и мы крышку закроем. Вот. Все. Вот. Все. И крышку мы как закрываем? Просто так? Так, нет, крышку мы закрываем обязательно с помощью вот этих вот плоскогубцев. Ой, сейчас. Так, плоскогубцев. Да, крышка достаточно такая плотная. Надо немножко посильнее закрыть. То же самое, что и у вас произошло. Последний ряд выпрыгивает. Угу. Просто берем и вот так вот ее закрываем. Так, Я доверю давайте вам ее. это дело. Хорошо. Ой, а мы можем вот так расширить. А вот все. Ой, опять вылетело. Последняя у меня тоже вылетела. Сейчас одену. Так, ну, крышка достаточно плотная, поэтому сережки получаются качественные, хорошие, за счет того, что слайдер такой крепенький. Так. Все. Надо закрыть. Вы знаете, вот вы говорите, это развивает работу, да, моторики, да? Я еще могу вам точно сказать, что и зрение здесь очень хорошо так напрягается. Реально, вот вы работаете с такими мелкими деталями, да? У меня вот мы поработали буквально немного, а уже глаза устали немножко. Устали, да? Да, есть такое, да? Вы, наверное, уже привыкли. Да? Да, я привыкла. Типа, страшно. Так, закрываем крышечку, да? Да, крышечку закрываем. Вот так. Можно, в принципе, использовать стол, да, вот так вот положить и вот так вот Ну, зажать, да, тогда да. она не будет вылазить у вас, да, Ага, выпадать. потому что, да, слайдер достаточно такой Тугой. крепень. Все. Меняемся обратно сережками. Да, вот. У меня синенькая. Ага, все, готово. Можно, в принципе, перевести тут снизу в аккуратность. Например, смотри, у меня тут одна выходит. У меня много выходит. Да, вот можно подровнять, либо можно сделать как вот здесь. Каскадик такой, да? Да, можно Так. вот так вот. Ну, для этого здесь Ложим на стол Да. и начинаем подравнивать. ничего здесь гениального нет, да? Ага. Так, я просто отрежу тот, который у меня выходит. И все. И вторую сережку
Все, я одну отрежу, которая у меня тут выходит. И все. А я хочу, чтобы у меня был такой каскад. Я должна с центра начинать обрезать Да, или нет? обязательно от центра. Так, если у нас 9, значит посерединке 5 беру, да? Так, вот его берете и замечаете, и начинаете отсюда отрезать, например, по 3, по 4. Если, например, тут отрезаем 4, здесь уже 8 и так далее. А в 2 раза надо увеличивать? Да, вот, например, здесь убираем. Так, где у нас пятую мы ножницы? закрепили, вот ножницы. А, вот ножницы, да? Так, здесь Держи. мы закрепила. Так, это вот посерединке взяли, где? Да, Вот, 3 убираем. 3. Угу. А здесь уже убираем 6. А мы их сначала не сравняли, ничего страшного. А, 6. ничего страшного. Далее. Так, теперь уже убираем 9. А, вот посередине у нас была, да, которую мы должны были... Вот она, нет, вот она висит. Я ее закрепила наверх. Вот она, посередине. Угу. Давай тогда подровняем. Угу. Вот. Вот так. Все, и теперь начинаем убирать. Так, вот отсюда... Так, 6 мы убрали, да? Теперь убираем 9. 3, 3. 9 здесь. Угу. И теперь тоже 6, 6. Так, и еще 3. Вот. Вот так. Вот получился вот такой каскад. Ну, переход можно сделать по, ну, и с другим раскладом, да, можно по 4. Ну, то есть всегда нужно делать в 2 раза больше, да, от центра. Да, всегда отталкиваемся от центра. Угу. Так, хорошо, я доделаю тогда. Сейчас поняла. Угу. Так, это мы не трогаем. Отсюда 3. Вот так вот легко и быстро создаются такие сережки. Очень легко. И они очень красиво смотрятся. 6. А сколько вы в день проводите часов за своим любимым делом? Ой, когда как. А когда вдохновение, да, приходит, могу вообще хоть целый день сидеть. Но это когда дети уезжают к бабушке, к дедушке. Когда есть вот такое вот время, я могу хоть целый день. Забываешь про еду, про телефон даже иногда забываешь. Сидишь Да. и... А как смотрит на это супруг? Ой, он меня полностью поддерживает. 2, 3, 4. У нас вот разное увлечение, у него увлечение это охота, да, он прям обожает охотиться. У меня вот такое вот увлечение, которое плавно переросло в основную работу, да. Он меня во всем поддерживает. Когда я только начинала, у нас было такое время, когда не было совсем денег, да, и он мне всегда разрешал вот наши семейные бюджетные деньги на покупку бисера, материалов. Даже вот когда я только начинала, мои первые украшения были, конечно, кривые, косые, некрасивые, да. Он И верил в вас, да? Да, с каждым разом все лучше и лучше. Дорогая, как красиво. С каждым разом, типа, мастерство растет. Вот, он всегда меня поддерживал. Поддерживал, верил. Да. И вот результат. Сегодня Анжела знаменита, ну, по всей России точно, как мастерица, да. И вот обучает нас, телезрителей программы. Мы вам покажем, как можно вот такую красоту делать, собственно говоря, своими руками. Вот такие шторки, сережки можно сделать буквально, ну, за 10-15 минут. И для этого не нужно большое количество какой-то фурнитуры. Нужна лишь стразовая лента. Выглядит она вот так, да? Вот такими. Ага, да, То вот. есть одного такого клубка хватит на... Да, даже останется. Даже на Останется. 2-3 сережки такого хватит. Да. Потом нужна... Слайдер, концевик Ну, и швенза. Да, вот так. Ну вот по-простому трубочка с Куда вы крышками. должны, да, с крышечками, куда вы продеваете вот эти ленты. И, соответственно, вот та самая застежка, да, которая у вас потом будет в вашем ушке. Красота, да и только. Хорошо, но вот у нас здесь еще есть все-таки, если мы говорим о наборах, да, вот поглядите. Конечно, эта работа не формат нашей программы, да, то есть мы не можем уложиться в 20 минут и сделать вот что-то подобное. Но технику, я думаю, можно рассказать. Может, кто-то из наших телезрителей отважится сделать вот такой крутой чокер своими руками. Да, вот этот вот чокер тоже полностью состоит из стразовой ленты. И смотрится оно тоже очень красиво. Очень красиво. По-вечернему. И опять же нужна только стразовая лента, фетр вот такой и клей.
И, конечно же, иголка с ниткой, да, потому что это уже идет как ожерелье, и недостаточно, чтобы его просто тут приклеили, надо еще прошить. Ну, к примеру, да, сейчас я вам быстренько покажу, как его создать. Вот, например, берем фетр, вот, да. Вы выбрали, да, допустим, кусочек себе по ширине и по высоте, да? И потом начинаем тут приклеивать сначала стразовую ленту, начинаем шить, потом следующую, и потом опять стразовую ленту. Вот обратите внимание, тут оно идет не цельно. Вот идет, например, стразовая лента, здесь идет, например, вот сверху только. Снизу нет. Это чтобы оно смотрелось красиво, да? То есть расстояние здесь есть, да? Ага. Ну вот, давайте покажем, может быть, так Если, поближе на например, вот камеру. здесь вот оно идет цельно, без пропусков, без никаких, да, идет сплошное, а здесь оно идет вот на одну стразовую ленту идет вот такой вот. Да, пропуск. вот если показать так визуально, да, вот посмотрите, один ряд он идет со стразовой лентой, спускается, другой ряд пустой, то есть Да. мы обрезали ее, да, здесь. Опять идет полный ряд с длинной стразовой лентой и опять пробел. Опять длинная веточка, пробел. Здесь длину мы контролировали, как и на сережках, да, уже Да. потом. И вот так вертикально мы приделываем стразовые ленточки, да? Либо можно сразу же такую длину отрезать, подготовить, а потом уже приклеивать, пришивать. Но это вам как удобно. И вот так вот получается. Смотрите, вот приложила сюда сережку, да? И То есть вот, примерно вот так. да. Ну все, то есть сама технология простая, да? Затем вы это все приделали, приклеили на фетр, пришили лучше, да? Да, лучше Пришили. пришивать, чтобы было крепко. А вот это вот уже идет браслет по такой же технике. И здесь уже идет стразовая лента вот так вот. Приклеивается, горизонтали. пришивается. Тоже легко и просто. Ну а дальше, самое главное, мы же за стопроцентный результат. Так, сделали, пришили тут фурнитуру, да, как видите, тут у меня идет карабин, кольца, да, и сверху приклеили кожу, чтобы не было тут ничего у нас видно, да, ни нашего клея, ни узелков от нити. И сверху вот так вот также обшиваем стразовой лентой. Видно, То да? есть бортики, да, Да. обязательно. Ага, вот этот вот браслет у меня идет, тут идет металлический такой бланк, и вот такой вот тоже браслет можно легко создать. Это тоже очень красиво и быстро тоже создается. Вот, а теперь обратите внимание, в идеале к вечеру можно пойти вот с таким шикарным комплектом. И все сделано собственными руками. Самое главное, что это очень все просто, да? То есть работа с той самой стразовой лентой, она проста, как никогда. Главное иметь, да? Главное Просто. иметь фетр, стразовую ленту, Ножнички. ножницы. Вот такие вот самые простые инструменты, они нам обязательно нужны для закрепления фурнитуры, как вот на ожерелье, так и также на сережках тоже. Ну что, вот, дорогие друзья, вторую сережку мы не успеваем сделать, но мне кажется, вообще сегодня, после этого выпуска, каждый должен попробовать, но каждая девушка должна приобрести, во-первых, стразовую ленту и попробовать сделать из нее, ну, вот такой хотя бы браслет, да, или вот такие сережки. Все очень просто. Главное попробовать и начать. Спасибо большое, Анжела, за этот потрясающий мастер-класс. Мы желаем вам творческого вдохновения, благодарных клиентов, ну и, конечно, наверное, чтобы ваша клиентура, она расширяла, да, свою географию, и чтобы о нашей Анжеле знали далеко за пределами республики. Потому что таких рукодельниц у нас много, но о них мало кто знает, да, поэтому Анжела творит и действительно работает на славу. Спасибо большое, спасибо вам. Увидимся.